Интернет стал неотъемлемой частью жизни, поэтому создание и развитие сетей передачи данных – важная задача. Один из способов использования оптоволоконных кабелей. Плазма-телеком вот уже на протяжении последних 10 лет занимается модернизацией линий связи по всему региону. Это позволяет передавать данные очень быстро, минимизируя задержки и обеспечивая надежное подключение к высокоскоростному интернету. Данный кабель, соединяющий города Карабулак и Назрань, он у нас 48 волокон. Через этот кабель мы можем как передавать свои мощности, также мы можем и сдавать в аренду эти линии. По нему идет основной трафик нашей фирмы и некоторых наших компаний, с кем мы сотрудничаем. Несогласованные землеройные работы, бесцельная стрельба и, как следствие, перебитый оптоволоконный интернет-кабель. В регионе это уже обыденность. Линии связи часто повреждаются хулиганами или из-за бездействия структурных подразделений. Собственному убеждению или из-за своей безалаберности портят чужое имущество. То есть происходят разрывы кабелей или их повреждения, что негативно сказывается на оказании услуг связи. В связи с этим хотелось бы обратиться к нашим жителям, да и некоторым службам, которые в силу своей профильной работы занимаются раскопками или же прокладками различных сетей, которые так или иначе задевают наши линии связи, чтобы они относились более бережнее. Чтобы восстановить кабель, рабочей бригаде требуется от 3 часов до нескольких суток, в зависимости от серьезности повреждения. А значит, скорее всего, все это время абоненты остаются без доступа к услугам связи. Наших абонентов это известна эта проблема, потому что они звонят, когда у них отключается интернет, там они ждут 15 минут, полчаса. У кого-то работа стоит, у кого-то дела какие-то, срочные переговоры, и они к нам обращаются. Мы, соответственно, оповещаем население, что у нас идут аварийно-восстановительные работы на каком-то промежутке. Если у нас есть возможность включить резервы, мы всегда их включаем максимально, быстро, оперативно это делаем. Если же нет, на некоторых промежутках у нас нет резервов, к сожалению. Мы над этим тоже работаем, естественно, каждый день. И поэтому эта работа очень тяжелая, и хотелось бы донести до людей, чтобы как-то более внимательнее относились к этой проблеме. Это серьезная проблема, которая затрагивает не только жителей региона, но и федеральных операторов связи. При этом многие не понимают, что такие действия караются законом. Влечет за собой административную и уголовное наказание, вплоть до лишения свободы до 3 лет. То есть, согласно пункту 18 правил охраны линии и сооружений связи, утвержденных постановлением правительством Российской Федерации, любая порча имущества линий связи и сооружения, которое за исключением спашки пахотных земель на глубину 0,3 метра, влечет за собой, как я уже сказал, административную либо же уголовную ответственность. Операторы связи призывают согласовывать все виды работ с ними заранее, чтобы избежать аварий на линиях связи. Тамара Хшагульгова, Али Зязиков, Магаз 24.